что, братва, всем привет. Как 2 дня дома уже, после дальней поездочки. Отлично отдохнул, ребят, просто шикарно порыбачил, ну просто вообще песня. Приехал по месту, ребята, а у нас здесь дожди были неделю. И вода вообще вышла из берегов, даже пляжи все затопило, блин, вот такой, ребята, август у нас. Нисколько не жалею, что съездил, провел время, познакомился с отличными людьми, ребята. Там люди реально такие простые и уравновешенные, очень как-то понравилось, ребят, ну, вообще находиться, общаться в их обществе. Огромный привет и огромное спасибо передаю Толяну, семье их, Ларисе, то, что приняли меня на недельку, и, ребята, вам огромный привет. Ну, ребят, собралась сегодня не за этим. Помните тот момент, когда я давал донат на сборы на мотор, на лодку? Ну, это видео, ребят, я удалил, потому что много грязи стало, я уже когда-то объяснялся. Не стал я там задерживать это видео. Мог бы, конечно, заблокировать комментарии и так далее, но там люди начали ругать не только меня, но и начали между собой устраивать, там, переговариваться и писать пакости тем людям, которые были за и как бы поддержали меня, ребят. 15 переводов, будем откровенны, немножко денежку подкинули, ребят. Ну, соответственно, на эти деньги мы ничего не возьмем. Ну, ребята, я, как и обещался, я собрал денег, и завтра, ребят, я еду покупать. Наконец-то будем делать свою мечту. И, короче, ребят, спасибо вам, родные, спасибо, то, что поддержали. Всем спасибо, родные, я не буду перечислять каждого, вас было немало, с хорошими пожеланиями. Ребят, спасибо огромное, что у меня есть. Огромное спасибо. Так что сейчас вас введу в курс дела, как это вообще происходит у меня, и потихоньку расскажу. Так что, ребят, садимся поудобнее, наливаем чаечек, понеслась. Значит, ребят, плотно я занимался обзорами, звонками, я не знаю, я смотрел все форумы, смотрел обзоры на ютубе, лазил в интернету, звонил близким, интересовался у местных вообще что, как, почему, хорошее, нехорошо, качественно, некачественно, ребят, и, соответственно, пришел к одному мнению и к одному выводу. Много раз говорил, то, что я не хочу сразу брать такой слабенький, я хочу взять сразу более-менее хороший комплект. Это примерно лодку 360-380 НД. Ну и мотор не менее девятки, то бишь, соответственно, если есть вариант 9.9, раздушенный в 15. Остановился, ребят, на моторе Хайди. Почему? Потому что у нас, допустим, в поселке и много здесь начали брать этот мотор, и, в принципе, для китайцев он совсем неплохой. И люди довольны, люди катаются. У меня брательник взял вот в этом сезоне и, в принципе, очень доволен. Есть Хайди 9.9 Pro, ребята, раздушенный в 18 сил, а то и в 20, но на рынке он свежий, сырой и как будто бы еще не сильно известен, и как будто бы я на нем не рассматривался, а вот Хайди 9.9 для меня подошел сам. Созваниваться с компаниями, списываться через интернет, через электронную почту, и вышел на одних хороших людей, дилеров, кто производит Хайди мотор, получается. Оно с этим коронавирусом, ребят, с этой непонятной ситуацией в стране, в этом сезоне рыбалка пошла на прибыль, и люди, не поехавшие куда-то отдыхать, они покупают лодки, покупают моторы и по местности двигаются, отдыхают у себя дома, на родине, и потратили деньги в эту сферу, ребят. И это правда, вот реально, потому что у меня близкие работают в магазинах рыболовных, и просто товары разлетаются как горячие. Созвонился, списался, у меня был менеджер Филипп, я с ним даже обменялся номерами, потому что с ним начали делать переговоры и так далее. Ну, Андрюха говорит, к сожалению, в данный момент эти моторы закончились, и они поступят примерно через недели 3, как и только изготовятся к нам в магазины. Я говорю, хорошо, я буду в любом случае у вас заказывать, потому что сделали неплохую для меня скидку. И поступает такое предложение от него, я не знаю почему, ребят, но он говорит, Андрюха, лодка есть, я могу тебе присылать слабенький, говорит, моторчик такой же компании Хайди, ну только слабенький, просто бесплатно, просто ты покатаешься, ты потестируешь, посмотришь.
Если есть желание, дай знать, мы тебе отправляем уже сегодня. Транспортная компания, она у тебя прибывает через неделю. Катайся на здоровье, то бишь БУ мотор, ну, делай с ним что хочешь, грубо говоря, и потестируй, посмотри, как бы понравится тебе, не понравится и так далее и тому подобное. Конечно, ребята, согласился. И Филипп мне буквально через пару дней отправляет с Москвы до города Сыктывкара транспортная компания. Этот мотор. 2 дня, ребята, я списываюсь с Толяном. Толян меня приглашает выехать к нему на север, на Печору. Ну и, соответственно, я сразу же, не раздумывая, собираюсь и договариваюсь и выезжаю. И в этот же день, как я только собрался выезжать, ребята, мне звонят с транспортной компании города Сыктывкар и говорят: Андрей Викторович, к вам мотор прибыл, можете его забрать. Блин, а я как раз собрался, ребята, и думаю, ну как быть-то потом. Поинтересовался, пообщался, они говорят: можете оставить у нас на неделю, ничего страшного, он полежит, как только освободитесь, приезжайте, его забирайте. Я думаю, ну самое оно вообще здорово, ребята. И сразу же собрался и уехал на Печору, ну то бишь в Усть-Цильму, на реку Печору рыбачить. А мотор уже прибывший лежит и ожидает меня. Все решил. А вот с лодками намного хуже, ребят. С этим коронавирусом поставка ПВХ из Китая вообще задерживается. И там бардак с лодками. Проще купить мотор, чем нынче лодку. Нашел я там пару вариантов, в которых мне понравились лодочки. Но они говорят ждать 4-5 недель на изготовление. Плюс пока доставка. Но у нас будет уже зима, скорее всего. Потому что ну к осени зачем она нужна. И пообщался тут с местными ребятами. Это Даня, это Серега, ребята, вам большой привет. Они работают как раз в рыболовных магазинах в городе Сыктывкара. И подыскали мне там вариант, один вариант мне понравился. И завтра же, ребят, завтра же я еду в город Сыктывкара. Мы покупаем лодку и забираем с транспортной компании вот этот слабенький моторчик в районе 5-ки, 6-ки. И везем домой, ребят. Так что как-то так, я думаю, вас в курс дела ввел. Созвонился с Женьком. Женьком завтра выезжаем в город, едем, покупаем водку и забираем с транспортной компании мотор. Я думаю, вам все покажу, расскажу. Для вас одно мгновение, для меня день, ночь, и завтра мы стартуем. Так что приятного просмотра. Здравствуйте, добрый день. Неделю назад моторчик подошел, моторный, лодочный мотор Новикова Андрея Викторовича. Могу подъехать, да, забрать? Да. Ну я просто как его интересуюсь, просто мы не из Сыктывкара, мы с района. Я вас понял. Савина 81, да? Занят столы типографии, объезжаем с правой стороны. Все, я вас понял, спасибо. Здание скала. Объезжайте с правой стороны и будет вывеска. Приехал в транспортную компанию. Сейчас будем забирать моторчик. Компания Вектор. Режим работы, все дела. Ладно, зайдем, посмотрим. Выписка документов вот здесь. Угу. Есть у вас Паспорт? Владимир Красова сама, Пунин Гуфагон. Оба Грузова, да. Где галочки поставила, выпустишь штротка.
Открыто? Все это вот. Это у нас камера. Не, вот Вот для себя там. Для видеоблога не переживай. Моторчик в такой коробочке пришел. Не знаю, сейчас посмотрим, Женька влезет, не влезет. Женька сейчас подъедет, загрузим и поедем за водкой, ребят. Водку покупать. Алло, Даня, здорово. Здорово. Ну что, я подскочу сейчас. Адрес продиктуй, пожалуйста. Коммунистическая 85. Коммуна 85, да? Да. Все, понял. Давай кофе готовь, сейчас будем. Хорошо, давай. Ты же в Печоре должен быть сегодня. Я приехал уже 2 дня назад. 2 дня назад приехал. Очень рад тебя. Спасибо, как зовут? Василий. Василий. Рад знакомству. От души. Удачи тебе. Спасибо. Все хорошо. Ага. Здорово, были. Че, погнали, покажем. Пушка. Жень. Огонь. Пушка, да? слушай, у меня машинка, видишь? Нет, падает. Мы с тобой сейчас ездили на отпуск 3:30. Она, блин, Ниву никак не сделала. С фанерным полом? Нет, надувной. Защита не была. Что значит? Ну, как я не знаю, там еще до пупции. Я не знаю, была бронированная лодка, она спокойно плавает. Правильно, бронирована. Ну да, пушка. Здоровая. А, Но она еще в помещении просто большая, да, правильно? да, да. На воду спустишь, малышка Конечно, будет. конечно, конечно. Ну, он 4 гоняет. На воду спускаешь, вроде маловато. Ну что тебе, Жень, нравится? Нормал? Ну да. А под пятнашкой она вообще клевая будет идти. Она узкая и будет ходкая очень. Огонь. Огонь. Угу. Полностью. Низкокилеватая, это защита. Ништяк. Мне нравится. Две сидушки и насос, ремкомплект, ну, стандартный набор. Ну, стандартный набор, понятно. Потом весла еще это отрегулируешь, то есть как тебе удобно будет, там, А, подгребать, не всё. подгребать, Ну, да, здесь понял. ослабил. Сидушки так суются же. Сидушки, да, передвижные, то есть как тебе опять же нужно будет, то есть может тебе вторая сидушка вообще нафиг. Ну не да, нужна да, это будет. понятно. Подвинулся. Четко, классно. То есть когда дождь, не дождь, чтобы раз все стекло, все вышло. Как и велика, все так же. Надувной пол, вот это вообще классно. Вот это Ну, да. единственное, я тебе советую сразу на будущее как бы купить электронасос. А, ну да. Чтобы приехал, видел, да. фу, накачал, все. Аккумулятор, да, да. Там на машину надо. Да, блин, обычный аккумулятор. Да, возит даже обычный аккумулятор Да? просто и все. Обычный Ну, аккумулятор. слушай, такой, блин, да. Там сколько, Дань, 7 литров, да? Да, по-моему, 7-литровый идет. Ну, это понятно. Лампочки, клей и дополнительный переходник для насоса. Ага, ну. Да, да, вон там, вон, тест.
Это домик. Что, вынесем? Да, вдвоем туда поедем. Пушинка. Еще больше, да? 380, там 450. 450. И под пятнашкой Ямахой мы четвером шли 33 километра. Здесь 380, у тебя пятнашка будет, я не знаю, там пулить 40 с лишним будешь, наверное. Да, скорость, в принципе, особо. Ну, когда, знаешь, в верховье хочется подняться, Ну, не да, хочется да. там, как вон на двойке, там, Да. хочется Ладно, Танчик. шатать и все. Давай, и пиши, выйти. спасибо Давай. большое. Давай, звони, если что. А я не знаю, может в субботу в деревню приеду, но я это, А, ну да, можно. Я думаю, она вообще туда, как мама в папу. Вот еще так сделаю. Что, братцы, вот скатались в Сыктывкар, привезли лодочку, привезли моторчик. Довольны, ребят, покупкой. Но будем ждать середины августа, даже начала сентября, скорее всего, потому что мотор задерживается. И будем приобретать уже 9.9. И будем, ребят, встречаться на воде. А пока так буду лайтово кататься, кайфовать. Я думаю, погода даст, покатаемся за грибами, походим за щукой. Короче, здорово, ребят. Даня, у кого приобретал мотор, магазин «Рыбачьте с нами», город Сыктывкар. У парнишки есть свой канал на ютубе. Обязательно ссылочку оставлю в описании. Заходите, ребят. Вот такой парень. Всегда посоветует что-то интересное, что-то новое. Если кому интересно, ребят, залетаем. Также Женек не отказал, свозил до города. Прокатились туда-сюда от души. Женек тоже на канале, ребят. Ссылочку на Женька в описании. Ребят, не стесняемся, заходим, поддерживаем пацанов. Ну и все, ребят, встречаемся на воде. Все, всех обнял, на связи.